сказать, что на территории республики есть 4 спортивно-студенческих клуба, у которых есть уже готовые проекты, и все сводится к тому, что нужна поддержка. Легендарная прыгунья шестом Елена Есенбаева сегодня активно поддерживает студенческий спорт в стране и знает, что делается для его развития в Башкортостане. Атлеты с башкирской пропиской, среди которых звезды олимпийской величины разных лет. Игорь Соколов, Вениамин Тианович, Андрей Черкасов, Семен Елистратов и Тимур Сафин с гордостью представляли нашу страну и свои вузы и академии. А начинался студенческий спорт несколько десятков лет назад. Заметный вклад в его историю внес Александр Петраш. Его уже нет с нами, а вот добрые дела, конечно, останутся в памяти. Все мы вышли из студенческого спорта, получая образование, параллельно активно участвовали в соревнованиях своего учебного заведения или даже выступали на различных спартакиадах. Сегодня студенческому спорту уделяется внимание на самом высоком уровне. В нашем регионе это направление по-настоящему открыл Александр Петраш. В архиве нашего телеканала сохранилось интервью с Александром Семеновичем, героем нашей спортивной истории. При бассейне был не только детская спортивная школа по плаванию. Здесь занимались гребцы, пятиборцы. Конечно, бассейн есть чем гордиться. Здесь начинал и получил все основы плавания олимпийский чемпион по Барселоне у нас Стоянович. У нас за этот период в нашем бассейне было 53 человека мастеров спорта Советского Союза. Много кандидатов в мастера спорта. Очень, даже, можно сказать, не считаем. Здесь ежегодно по 12-15 кандидатов в мастера спорта готовят. В начале 60-х, будучи студентом БГУ, Петраш активно участвовал в организации спортивных мероприятий, а студенты – народ горячий. Местная шпана на нас нападала, надо прямо сказать. Отбивались. Руководил отбоем это Саша, конечно. Он был здоровый такой. Вот. У него была там специальная кочерга. А такой у нас был приятель Коля Безродный, он со сковородой. Отбивались. Вот такая. Девчонок часто сопровождали даже в туалет, который был за пределами. Он после армии пришел и был как старшина. То есть мы собирали какое-то количество денег, а стипендия была малюсенькая, что-то там 27 рублей. Вот большую часть мы в общак это складывали. Он покупал там вермишель, сахар, хлеб и так далее. И мы там прям в этом общежитии все это готовили. На второй год нас уже поселили около университета в общежитии. И вот там он как раз себя проявил, начал организовывать спортивные различные вещи. На геофаке сколотил команду волейбольную. И она довольно успешно у нас мы выступали, как говорится, на состязаниях внутри университета. Известный писатель Михаил Андреевич Чванов когда-то мечтал стать геологом. Будучи студентом БГУ, познакомился с Петрашом, и дружба сохранилась на протяжении всей жизни. Все мы там были разные. Его особенность, он был очень мужик такой, парень хозяйственный. Он был мастер на все руки. Потому что перед спуском мы нигде еще тогда, вот сейчас там в пещере, там даже ребятишки, спортсмены лазят, потому что современное снаряжение, а тогда в мире никакого не было снаряжения, поэтому все придумывали на ходу. И вот он был мастер придумывать, у него с собой был набор инструментов, нам нужен был блок сделать, чтобы туда спускать грузы. Он моментально там вырезал из липы, все это сделал, хотя обычно это все в заводских условиях делается. Вот, и заведовал нашим, так сказать, продуктовым складом. Всегда там был порядок и все прочее. Вот. На второй год исследований он съездил домой и привозит оттуда каски специальные шахтерские, аккумуляторы щелочные. А то мы ходили там то с маленькими свечечками, то с фонариками, а теперь мы уже были экипированы довольно прилично. И вот эту пещеру мы довольно прилично так изучали. Теперь уже трудно представить, но в спортивной базе республики отмечалась нехватка инвентаря. Спортивные залы были в приспособленных помещениях, а открытых площадок не было вообще. Выручали скверы, парки и студенческий оптимизм. В конце 60-х сюда мечтал попасть каждый уфимец. Появлению первого бассейна в Башкирии способствовало постановление Президиума ВЦСПС и Бюро ЦК ВЛКСМ о строительстве в стране плавательных бассейнов.
После трехлетней переписки и согласований ВЦСПС включил план строительства плавательного бассейна «Буревестник» в Уфе и открыл финансирование. В 1967 году на улице Коммунистической в Доме физкультуры Башоблсовета ДСО «Буревестник» появился новый спортивный объект – 25-метровый бассейн. Желающих поплавать было так много, что за абонементами выстраивалась огромная очередь. Так начиналось массовое круглогодичное обучение уфимцев плаванию. За полувековую историю тут были подготовлены чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, сотни победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований. Каждый новый председатель студенческого спортобщества привносил в его деятельность новые веяния. Многие из тех, кто стоял у истоков, приобрели опыт и авторитет, а начинали свою трудовую деятельность со студенческого движения. Петраш стал 8-м руководителем. Он пришел всерьез и надолго. 20 самых результативных и активных лет своей жизни он будет работать на благо студенческого спорта, и этот труд принесет свои плоды. Александр Семенович Петраш работал в этом здании очень много лет, еще начиная с советских времен. Вначале он работал инструктором СДСО «Буревестник», затем зав. Отделом. И в последние годы он работал, начиная с 1998 года, директором Дома физкультуры с плавательным бассейном «Буревестник». В 90-е годы, когда объединили спортивные все общества нашего Советского Союза, значит, получилось так, что спортивное общество «Буревестник» исчезло. И мы тогда поддержали инициативу, я имею в виду Госкомспорт нашей республики, поддержали, учредили данное подразделение. Авторитет Петраша заключался в следующем. Там же Совет ректоров высших учебных заведений занимался тем, что определял, будет универсиада, выделяли финансирование, в том числе выделяли финансирование. И мы через министерство, через республиканский бюджет, я думаю, хорошее было начинание. И вот универсиада, приходя, каждый ректор – это доктор наук, понимаешь? Надо его убедить, доказать и добиться, чтобы эти поддержки. Он всегда испытывал эту поддержку. Была проделана огромнейшая работа. Он проговорил все это с руководителями вузов, с Министерством спорта тогда, Госкомспорт Республики Башкортостан, с Министерством образования, с обкомом профсоюза работников образования Светланы Николаевны Прониной, которая поддержала тогда его инициативу. И клуб был создан. Это был огромный объем работы. Это было не то, что сейчас вот мы проводим спартакиаду вузов и ряд спартакиад здоровья. Тогда было около 10 спартакиад здоровья. Была спартакиада СУЗов Республики Башкортостан. В начале 2000-х годов педуниверситет выкупил у областного совета профсоюзов «Буревестник». Мы очень рады были этому событию, но бассейн долгие годы не ремонтировался, и буквально через год он начал разваливаться. Чаша бассейна раскололась, здание стало уходить по швам, и, конечно, мы были растеряны. И вот в этот момент, на мой взгляд, проявился истинный талант Александра Семеновича. Он был спокоен, как слон. Он пришел, успокоил меня, как молодого ректора, и сказал: пойдем, Владимир Николаевич, Самородову и что-нибудь придумаем. Я был поражен, поскольку федеральный университет получил бюджетные деньги республики в конце года целых 24 миллиона, и Буревестник был капитально отремонтирован. Друзья Александра Семеновича знали его украинские корни крепки и периодически угощались гостинцами с малой родины Петраша. А некоторых родственников даже будут помнить всю жизнь. Один из них – дядя Гриша. Приехали к дяде Грише. А у дяди Гриши племянница выходила замуж. И вот, значит, это как нас посадили за стол. И вот как-то нас стали там и сало, там и горилки, там и борщи, там и все прочее. 2 дня мы терпели. Потом ночью бежали. Оттуда, значит, огородами бежали. Так нас на машине догнали, вернули обратно, и обратно за этот стол садили. По-прежнему основной задачей спортобщества оставались организация и проведение спортивно-массовых мероприятий со студентами, подготовка спортсменов высокого класса. Спартакиады областного совета в основном проводились на спортивных сооружениях вузов. Спартакиада среди студентов насчитывала уже 22 вида программы. В 1976 году студенты авиационного института приняли участие в зимних и летних Олимпийских играх. Виктор Варламов выступал на зимней Олимпиаде в Инсбруке, Австрия, на дистанциях 5 и 10 тысяч метров и был 4-м. А Валерий Лемасов, двукратный чемпион
чемпион Европы отбирается на летние Олимпийские игры в канадский Монреаль. Однако по жребию ему выпадает первая встреча с одним из сильнейших боксеров американского континента, впоследствии ставшим призером Олимпиады. А еще спустя 4 года на летней Олимпиаде в Москве студент Уфимского нефтяного института Игорь Соколов выбил 97 очков в последней серии и набрал в сумме 589 победных очков. Это первая золотая медаль Олимпийских игр, которая открыла счет чемпионских наград в Башкортостане. Многие учащиеся Башоблсовета после получения среднего образования поступали в Институт физкультуры страны. Спортсмены спортшколы по биатлону, в Киевский институт физкультуры. Перспективный мастер спорта СССР по плаванию Вениамин Теонович был приглашен в Олимпийский центр плавания в Омск. Позже Вениамин Теонович станет олимпийским чемпионом, а выпускник БГУ, мастер спорта СССР по теннису Андрей Черкасов бронзовым призером Олимпийских игр в Барселоне. И этот список можно продолжать очень долго. Через пару мгновений мы расскажем о трудных временах студенческого спорта и благодаря чему он выжил в лихие 90-е, а также поведаем о современниках этого движения. Я не прощаюсь. У меня в руках уже артефакты. Вот давно не актуальная модель кроссовок, а этот волейбольный мяч, правда, еще можно встретить в интернет-магазинах, но эти товары уже давно пережиток прошлого. Однако именно они в том числе помогли нашему спорту остаться на плаву в период перестройки. В 90-е Петраш нашел выход, как сохранить спортивное студенческое сообщество. Он умудрялся, тем не менее, зарабатывать деньги. Одно время он даже работал как челнок, то есть он привозил товар, мы его продавали, и на эти деньги несколько существовали. Предварительно оббивал пороги, договаривался по спортивному инвентарю для спортивных клубов вузов. Вот, и меня взял в сопровождение, взял еще одного преподавателя с пединститута. Вот, нашел возможность для оплаты багажа, проездных билетов. Мы поехали в Реутово, ходили там по кабинетам, подмосковная база инвентаря, спортивного инвентаря. С трудом все это пробивали, но в итоге вот благодаря его такой настойчивостью, целеустремленностью, видимо, он умел убеждать, все-таки нашли возможность и выделили нам очень большую партию спортивного инвентаря. И вот мы на себе, как верблюды, тащили весь этот инвентарь для того, чтобы обеспечить спортивный клуб вот этим инвентарем. Другой бы плюнул и ушел бы. Тем более с его умением работать, с его вот этой деловитостью. Он знает, как сказать, как считать рубль, куда его вложить. Он мог бы заняться собственным делом, заняться бизнесом. Из него получился бы хороший бизнесмен, нормальный такой, честный, нужный стране. Но вот это, так сказать, у него стал дом, этот буревестник, и бросить он его не мог. И он говорил, вот бросить, все развалится. Кто придет, там скупит, будет какой-нибудь здесь чего-нибудь, ночной клуб или что-то. И он всеми силами, ему же, кстати, мешали очень много. Откровенно пакостили там, и на него доносы писали. Вот, и он вот держался, ездил он челноком. Самая главная его заслуга – это то, что он сохранил все студенческие соревнования между вузами. Потому что просто так, если студент тренируется, у него пропадает интерес. А когда есть соревновательная часть между вузами, чтобы показать, сначала это в группах, на факультете, потом между факультетами, а когда уже между вузами, уже интерес растет, и человек начинает это уже систематически заниматься, тренироваться и заниматься спортом. И когда он выигрывает или достигает каких-то побед, уже интерес все больше и больше. Поэтому Александр Семенович, он сохранил спортивное общество «Буревестника» и все универсиаду вузов Республики Башкортостан. И ее продвигал все время. Поэтому это очень большая заслуга, это только его. Годы берут свое. Здоровье Александра Семеновича все чаще напоминало о себе. Понимая, что расставание с любимой работой неизбежно, он щепетильно передавал дела новым руководителям. Ему было важно, чтобы буревестник оставался в надежных руках. Все-таки ты, как директор бассейна, должен ежедневно делать обход по всему бассейну. То есть ты с утра должен выявить все недостатки, какие, возможно, появились. И, естественно, уже дать задание, чтобы мы в течение дня эти недостатки исправили. И вот я вот этим советом пользуюсь до сих пор, потому что я начинаю рабочий день обязательно с обхода всех площадей наших бассейнов. Я не могу себе представить на его месте другого человека. Вот на этот период, во всяком случае, моей трудовой деятельности, когда с ним знаком с 1985 года по сегодняшний день, можно сказать. До последнего времени, уже вот когда работал в «Буревестнике»,
Вот. Там был у нас определенный час, по вторникам определенный час, где мы все собирались. Вот. Каждый приносил там что-то с собой из легкой еды, мы там бассейн, обсуждали все проблемы какие-то, кто у кого как живет, все до самого последнего времени. Он еще и рукодельный человек был. И действительно, я вот до сих пор храню и пользуюсь его небольшими подарками, как ручная пила, понимаешь. Он еще подарил мне уровень, подарил, понимаешь, шуруповерт. Я всегда трогательно о нем вспоминал. Даже вот вместе одно время я постоянно раз в неделю ходил сюда, работая еще будущее для восстановления и, значит, поддержки физической формы. «Буревестник», мы постоянно очень много общались во время этого, когда поплаваем, значит, сходим в баньку и пообщаемся. Я много очень узнал о его юности, в общем-то, о его родине, Донбассе, понимаешь, и он всегда с теплотой это вспоминал. Но еще раз убедился, какой он внимательный товарищ, очень внимательный, очень заботливый. Петраш – исследователь по натуре. Помним его увлечение молодости, покорение пещер. Оно и помогало сохранить интерес к жизни. Жаль, что здоровье не позволило ему спустя десятки лет спуститься в Кутук-Сумган, рассказывает Михаил Чванов. Ровно через 50 лет мы снова спустились в эту пропасть. МЧС России нам такой подарок сделал, а он уже не смог, разумеется, своими больными ногами и все. Но мы пришли к нему. Вот. И там сейчас там висит мемориальная доска на пропасти, что пропасть открыта тогда-то, впервые спустились те-то, экспедиции, значит, Башкирского университета, республиканской секции спелеологов, и там его, А.С. Петраш. Эмоциональная поддержка и забота, домашние, работу главы семейства понимали и принимали, что, согласитесь, немаловажно, когда график работы ненормированный и многозадачно становится нормой жизни. Потому Александр Семенович подробностями рутинной работы семью не грузил. И только спустя годы супруга узнала некоторые подробности и про карьеру челнока тоже. Очень тяжелое было время, когда он сам ездил за спортинвентарем. Но он в основном мячи привозил, кроссовки, футболки. Именно в таких больших баулах. По 2, по 3 баула. Сколько мог унести. Таскал. Да. А что, некому было больше? Не каждому там могли дать. Это надо было договориться, чтобы в Москве выделили этот спортинвентарь. Это уже он потом рассказывал в юморной форме, а там потом не до смеха. Это до меня доходило, это потом уже, что у него там что-то пропало, что-то не хватило, что-то ему пришлось отдать. Кому-то один раз украли у него этот баул, один из баулов. Ну, так вот было. Тяжелое было время. У него было очень много интересов, и к нему люди тянулись. И он очень был такой деловой, и в то же время вовремя все подскажет. Очень интересный был человек, обаятельный. Он своим вниманием как-то вот располагал к себе, и меня тоже. Он был такой широкой души человек. Он находил к каждому ключик, о чем поговорить, как поговорить, где-то посмеяться. У него было много именно друзей по работе. Но и в то же время он своих друзей тоже не забывал. Вот они общались тесным своим кругом. И в обществе, конечно, для меня это было очень сложно. Почему? Потому что дома он бывал мало. Как соревнование, это суббота-воскресенье. Ему надо быть. Дедушка всегда всех учил плавать. Меня научил плавать. Всех, кого он видел с ним, когда приходишь на пляж куда-то, на речку искупаться, всегда он начинал всех детей, всех родителей, взрослых детей, всегда начинал всех учить плавать. Я ощущаю гордость за своего отца. Если даже посмотреть на награды, большой вклад внес в развитие спорта студенческого в Башкирии и в целом по России. Вот благодарность Российского студенческого союза от Министерства спорта Российской Федерации. Мутко вручал памятный знак. Другие награды. Написал он книгу, чуть-чуть не успел оформить, но надеемся, что выйдет все-таки книга. Она уже на подходе, где описывается как раз деятельность, как поднимался студенческий спорт в Башкирии, с нуля практически. Это вот
Лишь часть документов, рукописей, которые оставил Александр Семенович Петраш, писав свою книгу о истории общества «Буревестник», начиная с 1958 года. Мне кажется, что эта информация будет нужна не только студентам и преподавателям вузов, но и всем жителям нашей республики, так как это история республики, огромная ее часть. В добровольном спортивном обществе «Буревестник» появились новые виды спорта – бадминтон, мини-лапта, гандбол, современное пятиборье, спортивное ориентирование. Априори студенты наших вузов даже спортсмены высоких достижений. И сегодня для нас это уже норма. Один из лидеров студенческого спорта республики в общекомандном зачете универсиады вузов последних лет – Башкирский государственный аграрный университет. Здесь спортнаправление организуется по 32 видам спорта. В распоряжении студентов стадион с беговой дорожкой и футбольным полем, 3 игровых зала, зал борьбы, зал бокса, плавательный бассейн, 2 восстановительных центра, шахматный клуб, 2 лыжные базы и 2 тренажерных зала. Привлекает то, что студенческий спорт – это одна из самых активных частей, составляющих всего мирового спорта. Потому что человек, когда заканчивает ДЮСШ, не все идут по профессиональной линии спорта, а остаются люди, которые именно составляют большую массу, которые именно хотят заниматься физической культурой. И вот эту массу надо держать. Продолжатель дела Петраша Максим Степанов убежден, когда есть интересная работа, она всегда делается с удовольствием. Однако сегодня в студенческом спорте необходимы новые пути решения. Мы по-прежнему пытаемся все вот это сохранить и развить. Мы переформатируем соревнования, то есть проводим их не отдельными какими-то мероприятиями, там конкретно волейбол, футбол или что-то в этом роде. То есть мы проводим уже мероприятия в формате фестивалей, где в течение 1-2 дней мы под наши знамена привлекаем более 1000 человек. Несмотря на то, что студенческий спорт, ну, по большому счету, простонародье говоря, узаконили. То есть это уже не просто словосочетание какое-то красивое, а уже отдельное направление в спорте. Тот плацдарм и резерв, наверное, будет правильно сказать, спорта высших достижений, к сожалению, должной подпитки он все равно не получает. Обеспокоенный настрой председателя спортивного клуба понять можно. Если раньше в СССР было лишь одно студенческое спортивное направление, сейчас в стране их несколько. А раз появился выбор, есть и конкуренция. Но и сегодня это направление по-прежнему пропагандирует спорт как образ жизни среди студенческой молодежи. История живет. В 2019 году на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде между правительством Республики Башкортостан и Ассоциацией студенческих спортивных клубов России было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации массового студенческого спорта на территории Республики Башкортостан. В ходе общения обсуждались перспективы развития студенческого спорта в регионе и предстоящий зимой 2020 года в Уфе матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Мероприятие включает в себя мастер-классы по баскетболу для школьников и студентов, тренерские семинары, круглые столы, рабочие встречи, благотворительные и социальные акции, развлекательную программу для зрителей. Рада подписанию соглашения о сотрудничестве с главой республики. Будем вместе работать на благо развития спортивных студенческих клубов на территории республики и за ее пределами. Уверена, что студенты поддержат и будут очень активно в этом участвовать и привлекать своих коллег и друзей к активному образу жизни. Таков он, студенческий спорт. Александр Петраш уже часть нашей спортивной истории и достойная часть нашей жизни. Большая удача, что Александр Семенович успел зафиксировать важные аспекты в своей книге, а его соратники понимают, тем, кто придет после нас, важно знать и чтить свою историю.